В третий день ежегодного фестиваля бейсджампинга «Легенды гор» покорители неба прыгают со Столовой горы вблизи селения Бейни. Погода здесь переменчива, нужно ловить момент. Пока группа взбирается на высочайшую точку, небо застилают облака. Это плохой знак для бейсеров. А вот любителей парапланного вида спорта непогодой не испугать. Ребята из Санкт-Петербурга совершают прыжки и парят вместе с орлами. С высоты птичьего полета вся горная Ингушетия будто на ладони. За один прыжок можно лицезреть башенную архитектуру и неповторимую природу горной Ингушетии. Самое главное – безопасность и правильная эксплуатация оборудования. От этого зависит жизнь и здоровье спортсменов. Ребята благополучно приземлились. Не тратя времени на отдых, экстремалы упаковывают парашюты. На лице петербуржцев почти нет эмоций. На вопрос, не страшно ли, Николай Клименко отвечает без раздумий. Страшно не было. Мы этим уже не первый год занимаемся, поэтому страх самое худшее, что может быть, когда летаешь. Всего на фестиваль съехались 15 спортсменов из 8 городов России и ближнего зарубежья. Соревнования проходят в республике ежегодно с 2012 года. С каждым годом людей, приезжающих в Ингушетию за экстримом и острыми ощущениями, становится все больше. Большинство из участников в регионе впервые. Когда мы сюда въезжали, я не видела ничего. Кроме огромного количества облаков, мы были как ежики в тумане. Но при этом, когда первый раз открылась мечеть, она в тумане восхитительно. Потом вторая мечеть. Потом мы приехали в «Легенду гор», там нас очень душевно встретили. После этого мы спустились, потому что мы бейсджамперов очень долго искали, и поселились в гостевом доме. Меня впечатлила и красота, и душевность, и открытость народа, и то, что нет никаких предрассудков. И сейчас, проведя 2 часа внизу, пока я ждала ребят, я просто влюбилась. Мы изначально, когда ехали, не знали, какая будет погода, потому что погода у вас непредсказуема, все-таки горы. Мы предполагали, что ребята слетят, долго ждали. Но они все смогли. Я планировала этот полет, я о нем мечтала. Несколько лет назад я поднималась на гору Столовую, я хотела с нее слететь. А сегодня у нас был такой пробный вариант, но все получилось, мы слетели. Бейсеры готовы ждать подходящий момент часами. Ради нескольких минут незабываемых эмоций и адреналина спортсмены проделывают большой путь и рискуют жизнью. Это уже 3-й соревновательный день. Всего фестиваль продлится до 15 числа. Благодаря поддержке правительства и Министерства спорта региона, сравнительно новая спортдисциплина становится популярнее с каждым годом. Покорив горы Цей, ребятам предстоят прыжки с башлоама. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.